Привет всем! Спустя миллион лет решил выпустить еще один урок. Сегодня мы будем делать робота на гусеничном ходу. Вот. Без датчиков. Обычного робота. И, наверное, это будет даже урок 2 в одном. Потому что я еще покажу, как в программном обеспечении LEGO Mindstorm Education EV3 создавать простенькие программы. Например, чтобы робот проехал прямо, там повернул направо. Вот. И так далее. В принципе, здесь можно использовать вот сверху для крепления блока балку, любую обычную, но я сделаю на будущее, чтобы, если что, можно сюда был ампердатчик цвета прицепить, закрепить здесь датчик цвета, чтобы он двигался, например, по черной линии или до черной линии, ну и любые манипуляции с каким-то датчиком. Вот. Так, такая высота, она, вы думаете, что если она будет болтаться, как бы я тут все закрепил, вот, но дело в том, что если у вас робот на батарейках, то да, можно будет на одну его еще опустить ниже, тогда просто использовать вместо синей еще один черный крепеж. Так как у нас в школе роботы с блоками питания, с аккумуляторами, как бы, вот, то расстояние как бы увеличивается, и поэтому я по памяти креплю сюда, в эту часть. Так, как бы все, наш робот закончен, осталось только подключить провода. Подключаем их по умолчанию. То есть, например, взяли самые маленькие провода, которые нашли. То есть C у нас, по движению C это правый мотор, и B это у нас левый мотор. Так, левый мотор. Все, подключили. Теперь переходим к программе. То есть, если мы его собрали, переходим к программе.
создаем новый проект. Так как у нас робот без датчиков, он у нас будет двигаться чисто, ну, то, что мы ему зададим. Например, вот независимое рулевое управление возьмем. Так, включим, например, на оборотов, то есть это сколько оборотов колеса, мотора именно, то есть один оборот. Например, пускай проедет вперед на полной мощности, например, 5 оборотов. Затем он у нас, например, повернет направо на месте, обе гусеницы будут поворачивать. То есть одна вперед, другая назад, например, 3 оборота. И, например, пускай как он проедет, ну, то есть прямо, направо, и задом как будто заезжает или паркуется. То есть здесь ставим минус 100 и тоже оборота 3. Все, загружаем нашего робота и запускаем. Он должен как бы это все проделать. То есть, как видите, программирование робота происходит с помощью блоков, которые уже нам разработчик как бы дает ими пользоваться. Также здесь есть у нас, получается, средний мотор, который у нас вот. То есть такой вот мотор. То есть вот он крутит в этой, получается, плоскости. Что там еще? Мотор. Большой мотор, который мы используем, если мы хотим один, например, у нас дополнительный мотор. Вот его называют большим мотором. Так, рулевое управление, которое вот мы уже использовали, независимое, или еще называют его танковым управлением, то есть определенная мощность на каждую как бы гусеницу, на каждую сторону можно настраивать, не вычисляя какой-то угол поворота руля, а вот именно определенную мощность дается на колесо. Так, дальше вывод изображения, текста, фигуры на экран. Или можно очистить экран. Также здесь идет настройка всех блоков. Звуки любые, например, доехал, увидел красный, произнес там красный. Ну, конечно, по-английски это будет звучать red. Там русских слов нет, если только самому не записывать через инструменты редактора звука. Вот. Так, что тут еще? Дальше переходим в начало программы. Ожидание. Можно ожидать по времени, можно по датчику. Bluetooth сообщение, если какой-то вдруг придет. Дальше мы можем это все зациклить, например, чтобы он у нас это повторял постоянно, бесконечно, неограниченный раз. То есть вперед, направо, назад, заново и так далее. Также можно выход, например, по кнопке управления на самом блоке, если, например, он у нас это все выполняет, но когда мы нажимаем на центральную кнопку блока, он раз все вышел из цикла там и сказал там, не знаю, до свидания. Вот. Что еще? Есть переключатель, очень полезная вещь. Это уже можно работать как раз с датчиками, я имею в виду например, по черной линии передатчик цвета, измерение цвет. И вот, например, у нас есть черное, есть белое. Когда черный едем туда, когда белый едем туда. И у нас получается, если с одним датчиком, то робот будет двигаться как бы зигзагом. То есть прерывание. Вот это прерывание цикла, если честно, я еще сам не до конца разобрался. Прерывание, оно вот происходит именно, например, вот если мы знаем, если вот у нас робот увидел, например, черное, раз он должен выйти из цикла, а дальше программа он будет делать или нет, или вот, прервет цикл, или все циклы, если вдруг, смотря, там еще один цикл будет. То есть это еще надо проверять. Дальше идут у нас датчики, или, датчики также являются и кнопки на блоке тоже являются датчиками нажатия, кнопки обычные. Датчик цвет. И, кстати, вот эти я обычно использую для того, чтобы соединять между собой какие-то, не знаю, может, если мы хотим занести, например, значение датчика цвета, вот именно какой он сейчас цвет у нас видит, запоминаем в какую-то переменную, которую даем, а эта переменная передается куда-то там.
и выводится, например, на экран другого блока. Что-то типа такого. Так, это вот